Камбарову, а удар у него страшнейший. Макгиди, Камбаров готовится. Кстати, оригинальный розыгрыш углового. Смотри, Макгиди может закручивать в сторону ворот, а Камбаров, если коротко они разыграют, с левой от ворот. На все случаи Макеев должен был подыграть и прокинуть этот мяч дальше, но он мимо мяча промахнулся. И контратака Локомотива. Альбина, какой подкат классный, очень чисто было сыграно. Я это видел даже Зотов. отсюда. Это Зотов. Вот мы говорим о том, что у Спартака есть проблемы с опорными полузащитниками, с тем, чтобы сыграть чисто, в том числе в таких эпизодах много совершенно справедливых нареканий и к Шишукову, и к Кариоке. Ну и вот, пожалуйста, Зотов сыграл надежно. И тем не менее контратака Локомотива прошла, и даже угловой удалось заработать. Хотя и одиноким там был этот прорыв Виктора Обины. Ты сказал то, что здорово, что все футболисты сразу включаются и в контратаку бегут моментально. Я понимаю, что, может быть, надоело уже этим рефреном, но я уверен, что это из-за того, что им холодно. И ускориться хочет каждый, абсолютно каждый игрок этого матча. Удар! Браво, и Дакошта, и Дикань сыграли блестяще. Ну вот, пожалуйста, Мануэл Дакошта. То, чего мы ждали. Удар, и вокруг него, я, правда, не очень этого понимаю, в радиусе метра не было человека, который способен был навязать борьбу. Кто с ним прыгал? Макгиди? Я не успел заметить. В любом случае, это не соперник для Дакошта. Ну что ж, голевой момент у ворот Спартака. Второй показатель у Локомотива в чемпионате. 180 ударов в створ за